Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала Якутия-24. Старая добрая программа «Один из нас», которую огромное количество лет с огромным же удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов, который в миру также является горожанином, который в меру своих возможностей пытается привнести какие-то улучшения в нашу зачастую очень сумбурную жизнь. 12 мая не только автолюбители, но многие пешеходы вздрогнули от того, что увидели в общественных местах, возле подъездов и так далее, в различных точках нашего города известные средства передвижения желтого цвета. Ладно, самокат как, скажем так, средство забавы обычного населения, да, которым можно купить и там в общественных местах, парках покататься. Самокат у нас в последнее время следует тенденции. Это у нас считается уже средство городского там, передвижения, индивидуальной мобильности. Да. Не менее, скажем так, предприимчивые люди пытаются делать на этом деньги. И сегодня мы бы хотели поговорить о том, как все-таки в текущих условиях регулировать вот это вот явление, которое, еще раз, зачастую несет в себе огромную опасность. Наши гости сегодняшние — старший инспектор группы пропаганды столичного ГАИ Влада Охлопкова. Здравствуйте, Влада. Здравствуйте, Дмитрий. И Жанна Николаевна Макарова, просто инспектор той же группы пропаганды. Да? Девушки, я более чем уверен, что вы не все 24 часа, скажем так, носите погоны, вы становитесь обычными гражданами и идете по своим делам и так далее. Да? Вот войдите в роль обычного горожанина, который передвигается по тротуару и так далее. Да? И сзади, ну это же электрическое средство, да? Абсолютно бесшумно, на достаточно, скажем так, значимой скорости надвигается вот это вот, да, которое, ладно, пусть надвигается, но вся беда в том, что управляют им иногда, как мне кажется, не совсем адекватные люди. В том числе и дети тоже. В том числе и дети тоже, да. О том, что у нас будут в таком большом количестве такое транспортное средство, как вот электросамокаты, да, и именно кикшеринговой компании, мы узнали очень поздно, к сожалению. Хотя с их слов, со слов представителя, они заключили соглашение, договор, там, я не знаю, да, ну, мы не имеем права там требовать это показывать и тому подобное, да, еще в начале того года. А узнали мы об этом в начале мая, когда было первое, вот они только выехали, и было первое ДТП 1 мая. То есть вот за этот коротенький промежуток между 1 мая буквально и 9 да, мая, и да? мы были совсем не готовы к этому, что там, а количество озвучили и в прошлом году 1200 штук, и в этом году 1200 штук. То есть на наш город такой маленький, да, тем более он же не по всему городу они ездят, а только в центре города, так ведь? Ага, и в центровых вот этих вот пунктах они стоят. 1200 штук на наши там около 400 населения, включая близлежащие населенные пункты. Это, мне кажется, очень много. Вот. И в прошлом году вот первый грач, скажем так, да, именно попал в ДТП, это столкновение, но попал под колеса автомашины, становляясь вот этим вот водителем этого электросамоката. И при этом там люди, не зная правил дорожного движения, начали ездить, набирает популярность. И первое как раз вот дорожно-транспортное происшествие произошло именно 1 мая, когда отец с ребенком, не спешившись, переезжали дорогу по пешеходному переходу. То есть, получается, видать, они вот, ну, увидели электросамокат, да, доступность того. Еще мы заметили с прошлого года, что наши вот эти горожане не восприняли его как средство передвижения. Там, например, вышел из дома, да, и чтобы доехать, быстро доехать до работы, да, и, ну, там такси, может, нету по утрам, не бывает же, да, и именно как средство передвижения, которое вот нужное, да, они так не восприняли. Они его восприняли как кататься. Аттракцион. Да, как средство забавы, скажем так, да, то есть вышли, сели, поехали, покатались, Это еще было видно, когда молодежь вся в вечернее время
конкретно повально выходили именно кататься на этих кикшеринговых вот электросамокатах. Ну, То есть- справедливости ради, Владя, и до были Черные аналогичные, электросамокаты, да, да, были, большие но- такие электробайки, да, которые... Но Нет, маленькие были электросамокаты тоже, да, Но не в но таком их было количестве. не в таком количестве. Не Там 1200. Нет. Да. И если бы заранее хотя бы вот они договор заключили, да, или соглашение какое-то, если бы хотя бы нас поставили в известность заранее, мы же ежедневно что-то делаем, то есть проводим профилактику, то есть ходим по школам, да, народсобрания, ходим по организациям, выступаем по СМИ, у нас есть свой телеграм-канал, да, возможно, ну, озвучили бы, проинформировали бы, что есть пункт правил именно по этим электросамокатам, как правильно кататься. Оно, конечно, аналогично велосипедному, что на практике показывает, что он сырой совсем, да, но все-таки он есть. Должно погибнуть какое-то энное количество людей, вот тогда и появится этот пункт правил. И вот с 2023 года пункт правил появился, ну, значит, получается, что, к сожалению, вот это энное количество людей погибло. Юноша и девушка, да, подходят, ну, давай покатаемся. Вот слышу диалог, давай покатаемся. А нельзя же вдвоем. А можно, все можно, типа. Да. Вот такое, да. Сели, поехали вдвоем там и так далее, как-то вот уместились. Основное нарушение в части использования вот этого. Ладно, там еще раз, если оборудована велодорожка, ну как на 203-м, да, там же достаточно большая такая пешеходная дорожка, велосипедная, да, которую даже с момента строительства мы обходили. Ради бога, катайтесь, да, но соблюдайте элементарное, там на пешеходных, на перекрестках спешились, провели как велосипед и так далее. По идее, даже как забаву городскую можно рассматривать. Но, еще раз, самое большое количество нарушений это какое? Это выезд на проезжую часть, или это все-таки превышение скорости, или это, вот, скажем, нерегламентированное управление этим транспортом? Что чаще всего В допускается? прошлом году, например, 13 ДТП произошло именно с участием несовершеннолетних, катаясь на этих электросамокатах, да, и в 9 из них 10 детей попали под колеса машин, именно на пешеходных переходах, когда они не спешивались. Вот самое основное нарушение вот этих электросамокатов — это несоблюдение скорости и элементарное неспешивание на пешеходном переходе. То есть незнание пунктов правил ПДД. Тем более, когда мы вот все равно изучаем, да, вот эту компанию, что они чем как занимаются, у них есть перед тем, как взять в прокат этот электросамокат, там есть вот внизу, если перелистать, методичка, то есть что можно рассказать детям и что нужно изучить перед тем, как начать поездку. Ну вот. Ну, это же Люди, обычная да. лазейка для того... Нет, мы оснастили нашу вот эту Ну да, программу, тоже такое, скажем так, такое всеми инструкциями и т.д. и т.п. Ну, это обычная лазейка, грубо говоря, дисклеймер для того, чтобы ну, извлекать прибыль. Да, Ну да, с но этого если явления. с этой стороны смотреть, да, оно так, оно и есть, да, оно возможно и так, да, но все-таки это же транспортное средство, это скорость, это ты сейчас сядешь, встанешь на этот электросамокат, и ты выйдешь на дорогу, где очень много машин ездят, да, ага. То есть каждый человек все-таки, прежде чем что-то делать, кататься на этом, да, тем более не зная, что это за транспортное средство, наверное, должен полистать, наверное, должен ознакомиться. Как и что можно, что нельзя, что из себя он представляет и тому подобное. А не так, чтобы сел и встал и поехал. Нет. То есть тут все-таки, я не знаю, неосведомленность, я не могу так сказать. Да? Это значит, ну, люди себя не берегут, что ли? Надоело жить. И представитель вот тяжело очень идет на контакт. Но в прошлом году в СМИ были его интервью и так далее, в котором он говорил, мы повышаем там штрафы за езду вдвоем, за превышение скорости и так далее. При этом, я так понимаю, программно он может ограничить скорость. Может. В прошлом году такое было такое, что очень много этих электросамокатов были без номеров. То есть, когда нарушают, именно выявление идет по номерам. Там же есть знаки, ну, типа регистрационные номера, да? Ага. Вот. И нарушение выявляется именно по номерам. И у них очень, у многих не было вот этих номеров. Вот. В этом году вот, до 1 мая совещание было вот, с представителем и с нами, с госавтоинспекцией, да, где конкретно вот, в отношении него было озвучено, чтобы конкретно использовались только те электросамокаты, которые с номерами,
Видными, да? Да, видными. Плюс к этому в прошлом году, как он сказал, у него есть штат работников, которые сами же вот так будут ездить и выявлять нарушения. Но так таковых выявленных нарушений в прошлом году мы не увидели. То есть, когда мы с ним на рейдовые мероприятия вместе выезжали, да, выявлялось. А вот так, чтобы от их, вот этих представителей, да, выявленных нарушений, мы так таковых не видели. И если там ребенок катается, выявили, да, то с карты снимается сразу 10 тысяч. Ага, несколько раз мы так сами выявляли с ним вместе, и прямо сами были свидетелями, что и вправду, да, все снимается. Если там 10 тысяч не хватает, то все деньги снимаются. Плюс к этому не спешился, 1000 рублей снимается. Плюс к этому вдвоем, втроем езда, да. Сколько там? 5 тысяч было, 5 тысяч снимается. В этом году он озвучил, что вот если ребенок взял, да, то до 30 у них возросло. Но по состоянию там на 13 мая этого года там 33 уже оштрафованных людей было. Это по Якутску. Да, это по Якутску. Это, и считай, 3 дня заблокированных. только, да? Ну, да. И плюс к этому еще договорились, договор заключили, ну так устный, да, скажем так, о том, чтобы их не было, парковок этих электросамокатов не было вблизи общеобразовательных учреждений. То есть иногда бывает так, что вот первая школа, да, там прямо вот выходишь, и за забором они уже стоят. Вот. То же самое 17-я школа была. Товарищ инспектор, а между прочим, на федеральном уровне, даже на уровне Госдумы и так далее, принимаются достаточно серьезные, обсуждаются, по крайней мере, достаточно серьезно, меры ужесточения против кикшеринговых компаний, которые, ну, на самом деле, головником стали не только в Якутске с его своеобразной такой культурой вождения, и все, ну, по всей России, где вроде бы хорошие условия, где вроде бы ну, менталитет такой достаточно мягкий, скажем, по сравнению с нашим, да? Но при этом они требуют, даже какие-то городские власти, отдельно взятых муниципалитетах по России, они просто прибегают к запретительным мерам, да? Особенно как в даты проведения массовых мероприятий, как даты проведения там каких-то торжеств и так далее, они просто в принудительном порядке говорят, нет, кикшеринга здесь быть не должно, во избежание там каких-то лишних эксцессов, которые на самом деле никому не нужны, да? Ни муниципалитету не нужно, ни контролирующим органам не нужно, на самом деле не нужны водителям и так далее. Как автоинспекция реагирует на самокатчиков, которые появляются на проезжей части? С 14 лет они имеют право выехать на проезжую часть. Это 24 глава в правилах дорожного движения, но там разрешенная скорость должна быть 60 км в час и более. Это на частном. Ага, на частном. На частном. И да, они привлекаются. Вот буквально мы вчера смотрели по базе госавтоинспекции. По вчерашний день 13 людей привлечены к административной ответственности. Это статья 12.29 части 2, то есть нарушение лицом, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности. В него входит все, то есть неспешивание на пешеходном переходе, вот, скорость и вот иные вот выявленные нарушения. А средства индивидуальной защиты, они входят в нарушение? Да, они должны иметь Они должны быть обязательно. как и у велосипедистов. Потому что, говорим же, вот по пункту правил электросамокаты сравнимы как с велосипедами. То есть у них должны быть вот эти средства защиты. Малыши, 2 малыша у нас попали и под колеса, именно катаясь с родителями, и получили травму. Вот, о чем и думают еще родители? 2, да, там достаточно серьезные травмы. Это линейный перелом основания черепа, Открытая черепно-мозговая травма. Думаем, что серьезнее, наверное, травм нету, когда перелом череп, костей черепа. Компрессионный перелом позвоночника. Сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, это уже почти не считается. Ушибы, ссадины. Да, ушибы, ссадины, они вообще не считаются у нас как бы травмами, скажем так. Да? Потому что вот очень сильные вот эти вот открытая черепно-мозговая, перелом основания черепа, ну это же очень серьезно. И вот о чем думают родители, когда они разрешают кататься вот детям, 5-классникам. У нас был случай, когда подарили девочке 10 лет электросамокат. Так она вот выехала, в многоэтажке живет, выехала во свой двор, но она же считает своим двором, да, выехала и не смогла остановить скорость.
напротив двигалась машина, водитель заметил, сам остановился. И она вот совершила столкновение со стоящей машиной, получила травму. То есть плюсом еще вот эти пользователи индивидуальных средств мобильности, они могут быть виновниками Да, Да. вполне они таких могут, да. очевидных ДТП, да? Да, да, да. Они совершали наезды в прошлом году на маленьких детей, плюс к этому еще На пожилого на человека. пожилых. Как мы все равно мониторим социальные сети, и вот при публикациях именно вот к электросамокатам, да, относящимся, там люди пишут, что когда они выходили из подъезда, либо с магазина, на них совершались наезды, они получали травмы, но они не обращались. Вот такие случаи тоже были в прошлом году. Я тоже мониторю соцсети, да, и обратил внимание на публикацию Алексея Собакина. Недавно было, да, все, говорит, лето настало, и пора ходить вот так вот, так, Ну да. шугаясь да. каждого, скажем, это. Еще раз, они совершенно бесшумны, они не оснащены, скажем так, ну, или оснащены, но пользуются крайне редко, да, о том, что, ладно, там велосипед же бибимкал, когда по тротуару передвигался, да? А эти что могут сделать? Ну, не знаю, побибикать там или что-то типа такого, но совершенно бесшумно, когда на тебя со скоростью, даже на пешеходном участке, если со скоростью 40 Дворовых километров. территориях, да. Да, вот дворовых. Да. А у нас же еще плюсом к тому, что нет культуры вот Поведение эксплуатации дороги. вот этого, у нас еще культура обычных водителей страдает Да, да. достаточно сильно. Они в жилых зонах там и так далее давят людей, тех же велосипедистов и так далее. Вот совершенно недавно же было, да, тоже. У нас вот где-то с марта месяца мы начинали готовиться раньше, вот именно с велосипедистами работу начинали. А сейчас у нас велосипеды, электросамокаты, еще вот это вот одно колесо, моноколесо, или как называется. Моноколесо Моноколесо. было, и Оно еще тоже появилось. во время майских праздников мы заметили частный сегвей. Тут водители иногда даже мотоциклистов не замечают, которые вроде бы там звук есть, звуковой, да, но И слышно достаточно же, да. громкий, да? Да, иногда их не замечают. Что уж говорить об этих электросамокатах. А что бы вы рекомендовали все-таки городским властям, когда они заключают соглашение, да, в части предоставления услуг кикшеринговых компаний, я не буду говорить каких там, возможно, их несколько, да, учесть какие пожелания со стороны и участников дорожного движения, и со стороны регулирующих органов. Что можно было предпринять, чтобы, скажем, вот это вот явление носило меньшую опасность? Вообще запретить, не давать разрешения. Не давать разрешения вообще. Ага. Ну, конечно, все равно дадут, наверное, да, уже дали, да. Но, наверное, сначала проводить какую-то работу, профилактику, потом плюс к этому, да, масштабную при этом, потом плюс к этому, наверное, какие-то при соглашении конкретно вот учесть, конкретно сначала ознакомиться, что за это, оно транспортное средство. Все средства индивидуальной мобильности с 2023 года считаются транспортным средством конкретно. Когда на родительское собрание приходим, мы постоянно это озвучиваем. То есть если вы разрешаете, это сравнимо тому, что вы предоставляете ребенку ключи от машины. Вот. Ага. Ну, в соглашении именно конкретно пункты указать и по скорости, и по тому, где они будут ездить, какое расстояние, именно то, что вот парковка где должна быть, и чтобы они... У них же есть работники тоже, свои работники, да, ну, чтобы они, наверное, работали конкретно, потому что, почему я это говорю? Потому что в прошлом году совместно мы решили провести школу вождения, то есть обучение, правильно кататься, с обучением, с использованием, сознанием правил дорожного движения. То есть мы это проводили на площади Комсомольской, и На туда площади Победы. нас очень заинтересовало то, что приходили именно пожилые люди. Пожилые. И вот прямо, ну, если так честно сказать, да, В смысле, они хотят ездить на самокате? да, и предельно, если быть честными, так и прямо хотелось сказать, куда вы лезете? Зачем вам это? Потому что все-таки это скорость. И она все равно большая скорость. Там нету 20 км в час. У них этого нету. Это большая скорость. Ага. И в основном, вот сколько мы 2 месяца проводили, да, каждую неделю по четвергам там стояли, и приходили в основном вот пожилые люди. С точки зрения родителей тоже утром, допустим, так, ты сегодня куда? В школу? Так, чтобы после школы никаких самокатов. Ну, папа сказал, что... И все. Он упылился на работу, исчез в закате, да?
ребенок предоставлен сам себе. Мгм. И ему там, а там что-то про самокаты говорили, да? А, да, а это же весело, а если еще девушку сзади там и так далее, она меня обнимет, будет хорошо всем. Психология детей, которые, ну, зачастую не то, что даже от чужих людей запреты какие-то воспринимают, а со стороны родителей запреты не воспринимают абсолютно как должное. Но я думаю, ну реально, вот это как дали человеку пистолет с одним патроном, сказали стрелять. Я считаю, что с велосипедистами было куда меньше проблем, потому что там немножко атмосфера была другая. Это какие-то походы, какие-то там передвижения. Ну ладно, там вышел на проезжую часть, ну, будь добр, там, или ты в защите и так далее. То есть эта категория людей, она все-таки была управляема достаточно, ну, в хорошем смысле этого слова, была достаточно управляема в плане того, чтобы им можно было внушить, что такое требования, которые к их же собственной безопасности приводят. Я сам летал там метров 15, да, когда меня 26-летняя девушка там под шофе на Тулагина сбила на велосипеде. Так что, в принципе, я, можно сказать, своими костями и кровью могу сказать, что реально вот с такой категорией, которые выезжают пусть время от времени на проезжую часть и так далее, ну, мало кто, во-первых, заметит. Потом у нас все-таки у бывалых велотуристов было правило крутить все время голову вперед, назад, бок. Это, ну, тренирует, по крайней мере, может сосредоточить, откуда идет опасность. Не все пешеходы. У нас же пешеходы как? Смарт. Уткнулись телефон, да, и марш вперед. И там поддень тебя, хоть погрузчиком зацепи и так далее. Абсолютно начихать ему было. Помните, раньше было, да и не раньше, и сейчас есть о том, что транспортное средство должно быть в исправном состоянии. Техосмотр проходит регулярно там, и так далее. А как вы думаете, вот эти владельцы кикшерингов, они соблюдают ли вот это вот требование в части того, что должны работать тормоза? Ну, вроде бы насчет этого, то, что и когда вот попадают в ДТП, в объяснениях вроде бы никто не пишет, да, что там неисправность была. Ага. Единственное, вот в этом году, когда вот совещание было, конкретно вопрос был поставлен на то, чтобы были вот эти вот номера. Плюс к этому мы сейчас, куда бы ни ходили, где бы ни выступали, постоянно обращаемся к населению, потому что знаем, что большинство населения, они против, они этим, ну, не очень-то довольны, да, поэтому говорим то, что вот если видите нарушение, пожалуйста, сфотографируйте, на видео снимите, вылаживайте, или на сайт нашей госавтоинспекции, туда можете обратиться, да, а потом уже мы выходим на кикшеринговую компанию, а там они выявляют, и, конечно, какие-то там, вот, и можем и административные правонарушения оформить, да, или кикшеринговая компания может само какое-то взыскание сделать. У них там в сайте, по-моему, когда мы изучали, посмотрели, там были вот ссылки, где можно сфотографировать и либо снять на видео и отправить прямо к ним, то есть службу поддержки, да. Фиксация нарушений. Фиксация нарушений. И при этом надо было необходимо указать адрес и место. Вот эти необходимые. И отправить к ним на сайт. Смотрите, есть же выражение «красные линии» и так далее. А каковы могут быть красные линии, при нарушении которых власти, в том числе и органы госавтоинспекции, да, могут выступить с инициативой тотального запрета подобного явления? Ну, это, наверное, все-таки, да, травмы людей, вот такие вот серьезные травмы, как в прошлом году вот дети получили, потому что именно дети получили эти серьезные травмы. Я думаю, что это могло бы быть основанием. Могло бы быть основанием. Да, могло бы быть. Но сейчас мы готовим письмо. Сегодня вот в 16:30 у нас опять совещание с начальством нашим, да, вот, подготовить письмо и именно вот по каким этим структурам отправить, чтобы они были нам подмогой, что ли, скажем так. О дальнейшей деятельности этой компании. Да, дальнейшей деятельности этой компании. Я уверен, что будь там Лига безопасного пешеходства там, или что-то типа такого, какие-то общественные организации, да, которые, ну, простых людей бы объединяли, здравомыслящих, да, которым не надо ходить вот так вот, шугаясь и так далее, что тебя подденут вот этим чудо-транспортом, да, они бы стали, ну, на самом деле, достаточно большой основательной поддержкой для
того, чтобы ну, достаточно жестче регулировать вот это вот явление. Потому что, еще раз, абсолютно с вами согласен, что, считайте, только на центр да, приходится 1200 вот этих вот. Но это очень много. Это очень много, и это очень опасно. А какое количество вы бы сочли, ну, скажем так, регулируемым количеством? Ну, где-то, наверное, где-то 300 хотя бы вот так вот. 300, Потому что, да, это регулируемо? Да, ну, это мы считаем так, это нам так хотелось бы. Но нет, 1200, 500 тоже много. Потому что вот эти вот близлежащие населенные пункты, они же 400 тоже входят, да, но они же не всегда здесь бывают, не все катаются. Это в основном катаются у нас студенты, молодежь, старшеклассники катаются. Ну, еще и пожилые, которые вот захотели в прошлом году, каждую неделю к нам приходили учиться. Ну, с одной стороны, тоже я молодцы. понимаю пожилых тоже, да, ну, с одной стороны, чем пораженными артритом костями, скажем так, передвигать, да, суставами. Лучше Встал ходить. и поехал, и, ну, Да нет, наверное, лучше все-таки ходить пешком, наверное. полезнее, да? Полезнее, ага. Ну и у нас есть своя еще такая маленькая статистика, но сейчас я не смогу вспомнить, да, сколько там, но в последнее время у нас ДТП, где вот водители, возраст которых более 70. У нас и погибшие есть такие вот, которым было более 70 лет. Вот, поэтому, в принципе, хотелось бы даже вот, чтобы какие-то ограничения по возрасту за рулем автомобиля тоже было бы рассмотрено. Коллеги, все-таки есть ли золотая середина? Вот смотрите, вот из пользователей энного количества да, населения, которые к какому-то проценту, пусть это будет 2, пусть это будет 5%, да, ну, возможно, 10%, вот реально легче выйти на остановку, арендовать там за 200-300 рублей самокат, доехать до этого, До пункта вот по назначения. тротуарам удобно. И еще раз, их права тоже должны быть, скажем так, в этом потоке сознания, ну, соблюдены. Вот им просто так удобнее. Где может быть золотая середина между, скажем так, запретительной линией и линией осознанной эксплуатации вот этого вот явления? Согласен, что прогресс не стоит на месте, да? И вот этот сегвей, как вы говорите, да, ну, это же тоже как бы не то, что прикольно. Тоже вид Да, средства тоже индивидуальной вид. мобильности, да. Моноколесо было тоже 2 или 1 штука, по-моему. В прошлом году тоже Статистика молодой фигурирует. человек. Нет, он ездил по городу. По городу ездит, мы его видим. Ну, где вот это вот, может, точка соприкосновения, скажем так, да? Ну, наверное, оно будет только тогда, когда у каждого человека будет самодисциплина внутренняя. Вот тогда да. И у водителей, и у И пешеходов. у водителей, у и у каждого участника пешеходов, дорожного движения. и у водителей вот этих средств индивидуальной мобильности. То есть каждый человек должен понимать, что все-таки это опасность. И эта книжечка маленькая, вот, которая называется ПДД, тоненькая, маленькая книжечка, это книжечка безопасности. Вот это вот обязательно надо, прежде чем что-то делать, вот, связанное с транспортом, да, все-таки открыть, почитать, усвоить, детям рассказать, только тогда. Вот. Когда приходим на родительское собрание, мы конкретно говорим, что предоставляя ребенка, разрешая ребенку кататься на электросамокате, вы разрешаете, вы даете им орудие убийства. Потому что у нас есть автоаварии, где с погибшими детьми велосипедисты, пассажиры мотоциклов, мотоциклисты. Они есть. Вот, Не хватало только здесь самоката. Да, то есть вот это вот подарив, а это все подаренные. Велосипеды были подаренные, мотоциклы были подаренные, были разрешенные, подаренные. Вот. И вот это вот получается, подарили они просто орудие убийства для своего ребенка. С одной поездки, грубо говоря, 100 рублей возьмем. Округленно, да? 100 рублей поездок за световой день, ну или там за время, скажем так, когда они убирают с дороги вот эти, совершается огромное количество. То есть один самокат Вот, в день. кстати, когда они вышли у нас 12 мая, да, и по состоянию... нет, они вышли еще 26-го, либо... Выходили, 20, потом один обратно день собрали, выходили. да. Потом после этого 12-13 получается 3 дня, да, грубо говоря. И вот вчера нам направили статистику, сколько поездок было совершено, а там уже 11 637 поездок вышло. Ну, грубо на 100, это
Ну, хорошая цифра, да. То есть, в принципе, А в год там в прошлом году там более 700 тысяч поездок было осуществлено. 700 тысяч поездок. Еще раз, просто помножив на 100, получаем Ну, такую, неплохую такую, да. Да. То есть, в принципе, еще раз, но просто же есть мораль о том, что, ну, каково будет собственнику бизнеса, когда кто-нибудь погибнет? Каково будет собственнику бизнеса, когда что-то с участием его бизнеса, ну, повлечет какие-то супердраматичные события? Ну, получается, они об этом не думают. Раз, если возьмем прошлый год, если в прошлом году это было не озвучено, да, ни нам, никому, хотя вот профилактику-то мы проводим же, они же об этом, наверное, знают, да, и потому что их вот эти вот электросамокаты не только же в нашем городе, их же по всей России есть, ага, и по всей России, наверное, сталкивались они вот с этими проблемами. Вот тогда вот если они в начале года соглашение уже подписали, то, наверное, должны были на нас выйти. Сказать, что вот в начале мая, там, в конце апреля мы уже привезли, да, вот запустим вот эту вот линию электросамокатов, аренду, да, электросамокатов. Поэтому вас озвучиваем все это, чтобы у нас тоже какая-то работа вот в плане там налаженная, какая-то работа, профилактическая работа, чтобы началась. Потому что люди-то не готовы были к этому. И это вот доказано вот этими травмами, которые в прошлом году получили. Я, Дмитрий Аргунов, автор программы «Один из нас», призываю руководство представительства выйти на контакт и изъявить желание, скажем, прийти просто ногами, посидеть вот на этих стульчиках и поговорить. Я им буду задавать примерно те же вопросы, что и вам. Да? И интересно будет просто сопоставить обе позиции. Просто разнесем это по времени. Прийти поговорить об этом. На самом деле замечательно, потому что, будучи в Петербурге, да, там же расстояние куда больше. Там обогнуть один летний сад, это, ну, ногами это достаточно тяжело. И там вот эти кикшеринг, он приходит на выручку, да. Но, опять же, или сравнить инфраструктуру Петербурга, да, которая веками складывалась, или среднить инфраструктуру города Якутска, который, считай, только одна центральная улица более-менее подходит под эксплуатацию этих чудо-средств, просто в голову никому не придет. Да? Ну, у нас, к сожалению, такого. У нас пробки везде. И среди потоков У машин. нас Да, и в этой пробке они как бы немножко унижая, скажем так, владельцев автотранспорта, да, чук-чук-чук-чук-чук. у нас и манера поведения это водителей. Иногда совсем. завидуешь. Ну, в смысле, вот этим, Не у соответствует. которых колея вот такая, да, и он может проскочить в любом направлении. Иногда. Но еще раз, просто вот эта капелька вот этой зависти, она может вылиться в куда более серьезные последствия, чем, ну, просто установленным и регулируемым правилами дорожного движения быть эксплуатантом, владельцем личного автотранспорта. Остается констатировать, что с точки зрения органов правопорядка, с точки зрения органов госавтоинспекции, которые регулируют события, происходящие, скажем так, во время передвижения по проезжей части, по тротуарам и так далее, но лучшим средством является полный запрет такого явления, как кикшеринг. С нашей стороны хотелось бы обратиться, чтобы родителям, чтобы не давать детям, потому что там прямо на электросамокатах, правда, внизу, где совсем можно не рассмотреть, да, написано, что до 18 запрещено. Плюс к этому принять то, что вот это все равно скорость, еще раз повторюсь, скорость, если скорость, это опасность. А если при опасность, этом, опасность, это значит уже и травмы могут быть, вплоть до трагедии. Вот. И при регистрации там пользователей конкретно смотреть возраст пользователя, то есть если там пытается зарегистрироваться несовершеннолетний, то это тоже как-то надо запретить со стороны кикшеринговой компании. Ну и хотелось бы донести до населения, что все-таки это транспортное средство, во-первых. Во-вторых, хотелось бы, чтобы они это восприняли как средство для передвижения, которое вот нужно, например, от пункта А до пункта Б, а не так, чтобы просто взять и кататься. Это не забава. Это далеко не забава. Вот. Вопрос Жанне, да, как представитель молодого яркого поколения. Ты каталась когда-нибудь на электросамокате?
Когда-то вот были черные, я пробовала на нем кататься, но мне не понравилось. Вот я пробовала кататься на вот этих в ушах, но там, ну, во-первых, хочу сказать, что инфраструктура не очень удобная и имеет большую скорость. Это я еще каталась когда? В прошлом году, когда они только начали появляться, да. И с тех пор я не вставала на эти электросамокаты, потому что ну, оно имело тогда еще достаточную скорость и ну, вот... Специфика какая-то. Да, какая-то, да. Мы еще, нам было озвучено, что возле этих школ и тому подобное, да, в центре, там у них скорость они меньшую сделали. Программа. Да, программа. Мы вот специально, Жанна еще проверяла насчет этого. Никакой там меньшей программы скорости не было. Вот, как она вот... Да, там в определенных площадях там говорили, вот какую-то скорость установили, а где-то там какая-то скорость. Но я вот такую скорость не ощутила, изменение скорости, да. Одна из сторон, которая... Я не говорю, что они не хотят портить статистику и так далее. Просто есть опыт конструктивного очень подхода. Я упоминал велосипедистов, да? Конструктивная очень работа с органами госавтоинспекции. Есть опыт, еще раз, все-таки, когда случается беда и так далее, мы звоним 02. Да? Поэтому сбрасывать мнение регулирующих, контролирующих органов, да, в этой связи не стоит. Мы выслушали еще раз позицию госавтоинспекции, хотелось бы выслушать позицию городских властей и еще раз представителей вот этого бизнеса в части вот этого новомодного явления, которое называется средство индивидуальной мобильности, либо в частности, электросамокат. Да, электросамокат, который можно взять в аренду, да? Ну, буквально очень простая процедура, там, регистрация, идентифицировался, и Маша поехал. Программа «Один из нас». Увидимся ровно через неделю.